Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года для скорпионов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Итак, основная карта, вот какие мы будем на этой неделе, идет по повешенному, да, повешенный старший аркан. Карта говорит о том, что какая-то ситуация затянулась, что-то не решается, либо это показывает удаленную работу в одиночестве дома, да, или работа по ночам. Карта, когда мы пытаемся выйти из ситуации, и нам это не удается. Может быть, это вызвано причинами внутренними, да, это может быть анализ какой-то ситуации, подготовка какого-то дела. То есть, может быть, мы заняты каким-то там творческим проектом, нас очень это затягивает, притягивает, и мы вот готовы день и ночь за этим занятием проводить. А может быть, это вызвано и внешними причинами, когда у нас нет возможности действовать так, как нам хочется. Также очень часто по этой карте идет прошлое, да, то есть какие-то прошлые вопросы, люди из прошлого могут возвращаться. Может быть очень часто обман по этой карте, особенно если это касается каких-то операций, связанных с деньгами. Вот здесь будьте осторожны. Кроме того, здесь зависимости, да, от близких людей, от работы или, может быть, от каких-то вредных привычек. Вот как-то может это все начать проявляться на этой неделе. Особенно, может быть, нам не хочется выходить из зоны комфорта, а может быть, нам очень удобно и приятно вот находиться в таком состоянии, какое у нас сейчас. И решаться на что-то новое очень тяжело. И поэтому вот это состояние комфорта, может быть, нас держит, да, не дает выйти из положения или не дает, как сказать, начать, в общем, как-то по-новому свою жизнь выстраивать. Теперь посмотрим, чего же это будет у нас касаться больше всего. Карта говорит о том, что больше всего это касается работы, зарабатывания денег, коммерческих сделок, может быть, с недвижимостью, да, вот все это может стопориться, либо может быть момент подготовки. А также это может быть связано с за границей, да, может быть, нет возможности сейчас там уехать, улететь, получить что-то из-за границы и так далее. Вот тоже здесь какие-то могут быть сложности, задержки, связанные с законами, нашими личными причинами и так далее. А теперь отношения. В отношениях у скорпионов шестерка мечей. Перемены это стопроцентные. Карта говорит о том, что перемены касаются, возможно, места жительства, перемены касаются родителей, там, детей, ваших отношений и так далее. Также очень часто и может быть там переезд с места на место или решение каких-то вопросов, связанных с выплатой за дом, да, за недвижимость, семейный бизнес. Тут может очень часто по этой карте проходить. Поэтому вот в отношениях, конечно, сейчас может быть момент какой-то решающий. Но, скорее всего, ситуация назрела, да, вы уже долго, может быть, к этому готовились, и вот момент на этой неделе наступает. Либо, кстати, подготовка может быть к этому, да, но уже вы твердо определили, куда едете или на что меняете и так далее. Для тех, кто в поиске партнера, вот может быть новое знакомство, то есть такая перемена большая в вашей жизни, человек, с которым вы начинаете общаться на этой неделе, может надолго войти в вашу жизнь, да, то есть это может быть как бы мостиком таким между прошлым и будущим. То есть вот этот человек, он меняет вашу жизнь. Ну, вы, конечно, тоже в этом участвуете, но и он тут непременно, да, присутствует. Так, давайте посмотрим, что в паре происходит. Но в паре перемены могут быть почему? Либо вы хотите улучшить как-то
вашу жизнь, может быть, там климат, да, или просто вот сменить положение, чтобы было удобно там добираться до работы или еще что-то в этом роде, да. То есть может элемент быть такого удобства, когда вам удобнее себя реализовывать, когда вам нравится это местоположение, а может быть здесь перемены из-за какого-то обмана, может быть кто-то из партнеров что-то скрывал, и тут эта тайна вскрывается, да, открывается, и это может вызвать вот такие перемены. Но, скорее всего, здесь уже какие-то были предпосылки, какие-то подозрения, может быть, были, потому что вот партнер уже готов, в принципе. Может быть, это не в первый раз, и здесь вот ситуация может как-то критически начать развиваться, повернуться как-то резко в другую сторону, да. Так, шестерка мечей у нас очень часто связана с выполнением каких-то наших обязательств. Ну, допустим, брак – это тоже у нас своего рода обязательство, да, и вот мы можем даже задуматься здесь о разрыве отношений. Поэтому вот единственное, что здесь может помочь, это когда мы очень честно и открыто объясняем своему партнеру, вот что произошло, по какой причине, да, когда вот мы не хитрим, ничего не скрываем, а все говорим так, как есть. Вот тогда не будет никаких серьезных последствий. А если же это как бы затянуть, если продолжать там обманывать и так далее, то тут вполне возможно, что могут быть разрывы отношений. Кстати, здесь может и в отношения какой-то человек вмешиваться, да, то есть какое-то третье лицо из близкого окружения. Нужно быть осторожным и не допускать таких вещей. То есть ни в коем случае не замалчивать, сразу все проговаривать и, в общем, не затягивать вот эту ситуацию. Ну, здесь, конечно, могут быть и плюсы, и минусы у скорпионов на этой неделе, у тех, кто в паре. Для тех, кто хочет помириться, карта говорит о том, что возможно решить ситуацию, если проявить инициативу. Да? Может быть, второй партнер не очень-то хочет мириться, не очень-то хочет участвовать вот в разговорах каких-то, да, и, может быть, придется настоять. Но тут самое главное не перегнуть палку. Может быть, и нужно дать возможность человеку принять решение. Да? Может быть, это не ваш человек. Вот. Если же мы говорим в положительном ключе, да, то здесь, знаете, может быть какой-то хороший подарок, очень такой значимый для человека, может исправить ситуацию. А теперь посмотрим работу. Здесь у нас выпадает карта смерть старшего аркана, да, то есть здесь большие перемены, мы вот прям на пороге стоим между прошлым и будущим, и скорее всего здесь нет никакой возможности вернуться к прошлому. Для тех, кто в поиске работы, вот также время как бы остановилась, да, и кажется, что ситуация вообще не меняется, но на самом деле уже процессы внутренние происходят, энергетические, просто мы их не видим. Улучшается ситуация, и знаете, вот как-то у вас больше появляется возможностей, силы, как-то они прибывают изнутри. Скоро у вас этот вопрос решится. А для тех, кто работает, что тут у нас с трансформацией? Ну, еще одна карта трансформации выпадает дополнительная. А здесь, знаете, что-то неожиданное, какая-то ситуация может произойти, которая вот как раз вот такие перемены вызывает. Это может быть либо перемены вот в самой организации, то есть сама организация, может быть, не может уже в данном формате существовать, и ее как-то ну, может быть, ну, переформатировали, скажем так, да, то есть как-то по-другому, может быть, выстроили работу, может быть, разные теперь будут совершенно условия работы, в общем, все меняется до неузнаваемости, может быть, и это. А может быть, даже здесь и вы узнаете о том, что там сократили, допустим, да, или
там вмешался какой-то там ваш человек, конкурент, и его, допустим, на ваше место взяли, а вас или понизили, или вообще предложили уйти. То есть, ну, какие-то очень серьезные могут быть тут перемены. Может быть, конечно же, и повышение здесь очень значимое. То есть это может быть перемена лично для вас. То есть, может быть, в организации все остается как было, да, но для вас это какой-то новый уровень. Но, может быть, это слишком неожиданно и такое ощущение, что вы к этому не готовы. Может быть, для вас это шок. Но, тем не менее, это результат, вот то, что происходит на этой неделе, это результат всех прошлых событий, вашего вклада. То есть, если вы знаете точно, что вы послужили своей организации самым лучшим образом, то в любом случае не здесь, так в другом месте вас ожидает удача. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто своим бизнесом занимается, своим делом. А карта говорит о том, что здесь тоже какие-то могут быть трудности и разочарования. Может быть, даже на мошенников иногда можно нарваться, да, допустим, там оплатили заранее ну, какую-то услугу и просто не получили ее. Или, может быть, кто-то из близкого круга, может быть, из партнеров, кто-то может повести себя некрасиво, как-то воспользоваться ситуацией, может быть, вам во вред, себе на благо, да. То есть получается так, что нужно быть очень осторожными, очень внимательными к людям. И если, допустим, нет у вас точного представление о том, кто перед вами, лучше вообще не заключать сделок никаких. Или, может быть, если вы раньше не работали с организацией, не заказывали данную услугу, то вот нужно быть осторожнее. Может быть, лучше все-таки работать с теми, с кого вы уже проверили, да, кто уже доказал свою преданность, кто доказал уже свою компетентность и так далее. Смотрите, сами тоже старайтесь не обманывать, не обещать ничего лишнего. Если, допустим, будет какая-то критическая ситуация, лучше не проявлять агрессии, чтобы это не обернулось, как сказать, вам во вред. Ну, в общем, нужно быть готовым к каким-то непредсказуемым ситуациям и быть очень мудрыми. Деньги. По нулевому аркану здесь тоже все меняется. То есть у скорпионов эта неделя вообще очень такая трансформационная, да, во всем абсолютно. И в отношениях, и в работе, и в финансах. Но здесь есть возможность как все потерять, так и обрести очень много. Потому что здесь все-таки нулевой аркан, да, мы здесь закрываем одну дверь и можем, ну, как бы перед собой имеем огромное количество вариантов. Мы можем использовать теперь новые возможности. У нас есть какие-то способности, таланты, может быть, еще не раскрытые, да, мы тоже этим можем пользоваться для зарабатывания денег. Но в любом случае здесь у нас какая-то критическая ситуация. Будет эта неделя в денежной сфере, скорее всего, либо пустая, либо... Может быть, даже вы не ожидали, что не будет каких-то сделок, не будет там вариантов, каких-то предложений и так далее, да? Но все-таки, если вдруг такое происходит, карта говорит о том, что нужно искать возможности. Вы имеете их, у вас уже это есть. Вот, может быть, даже для вас вот этот момент полезен, да, то есть вы как раз начнете искать, не будет, допустим, привычных денег каких-то, и вы задумаетесь, будете искать новые пути решения для тех, кто на зарплате. Но здесь вот смотрите, может быть эмоциональная какая-то очень ситуация, страхи могут быть за деньги, да, может быть, нужно что-то приобретать там для семьи, для детей, и ну, как бы большие траты могут быть, а приход может быть недостаточный, может быть только половина того, на что вы рассчитывали. Для тех, у кого свое дело. Ну, опять же, вот эта критическая ситуация, может быть, сделки какие-то срываются, да, договоренности какие-то не работают. Но опять же, когда у нас выпадает карта крест, это значит, что мы можем как-то ситуацию развернуть в свою пользу. То есть мы можем воспользоваться
ну, в общем, создавшейся ситуации для того, чтобы что-то новое начать, прекратить старое. Это, конечно, уже обстоятельства внешние работают, мы тут ничего сделать не можем, но все равно у нас свобода остается принимать какие-то решения, да, в этом плане. Сложная неделя для скорпионов, очень такая напряженная, требует, знаете, такого анализа ситуации, очень внимательного отношения к людям, очень таких аккуратных шагов, правильной реакции на неожиданные какие-то ситуации. И совет Луна. Ну вот как раз у нас здесь нужно прислушиваться к интуиции, к своей, нужно обязательно учитывать то, что не всегда есть время действовать. Когда-то нужно подумать, подготовиться, а когда-то только начинать действовать. То есть по Луне, конечно, здесь лучше всего как бы о стабильности сейчас подумать, да, то есть сделать самое необходимое для того, чтобы не нуждалась ни в чем там семья, дети и так далее, и очень так медленно начинать действовать в новом направлении, чтобы, ну, как бы не лишиться самого необходимого. А также эта карта говорит о том, что мы можем вернуть что-то такое, чем мы занимались раньше, в прошлом. Да? Вот у нас Луна очень часто прошлое показывает, либо то, что мы потеряли. Да? Это может вернуться человек, которого мы потеряли. Это может вернуться работа, может финансовый какой-то источник вернуться. Обратите на это внимание. Ну и также карта говорит о том, что нужно обратить внимание на здоровье, на диету. Может быть, нужно заботиться лучше о себе, да, так как у нас здесь такая сложная ситуация, нужно думать о здоровье, о своей стабильности, чтобы не переживать лишнего, и заботиться о своей семье, дать возможность и близким людям о нас позаботиться. Друзья, желаю, чтобы эта неделя стала поворотом к лучшему. Желаю, чтобы все только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.